Sveiki visi, aš esu Viktorija Ivaniušina ir čia mano kanalas Kalbėkim lietuviškai. Всем привет! Я Виктория Иванюшина, и это мой канал «Давайте говорить на литовском». Сегодня мы поговорим на такую очень вкусную тему о еде. Надеюсь, что вы не голодные, потому что картинки, разные слова и выражения могут отвлекать вас от учебного процесса. Вот, я на этом уроке вам прочитаю разные слова, выражения, связанные с едой. Старалась подбирать слова только в именительном падеже, где возможно в единственном и во множественном числе. Вот, а в ближайшем будущем я создам еще один видеоурок, и там уже поговорим и о разных других падежах, и также о разных ситуациях, связанных с едой, приготовлением еды, покупки пищевых продуктов. Вот. Но сегодня мы просто сконцентрируемся на изучении слов и выражений. Вот. И хочу заранее извиниться, если будут какие-то ошибки в русской грамматике или в произношении. Я не носитель русского языка. Русский я изучала в школе и в университете, и иногда еще могут проскользить какие-то ошибки. Извините, но наша цель изучать литовский, правда? Поэтому давайте приступим к работе. Так. Вот первое слово на тему еда. Vaisius – это фрукт. Vaisius. Во множественном будет vaisiai. Vaisiai – это фрукты. Vaisius – vaisiai. И вот такие примеры. Uždraustas vaisius – запретный плод. Ну, такое выражение, значение в литовском такое же, как и в русском. Švieži vaisiai – свежие фрукты. Obuolys – яблоко. Obuolys. Во множественном obuoliai – яблоки. Obuoliai. Obuolys – obuoliai. Примеры. Obuolys nuo obels netoli nurieda. Яблоко от яблони недалеко катится. Rūgštūs obuoliai – кислые яблоки. Kriaušė – груша. Kriaušė. Во множественном kriaušės – груши. Kriaušės. Kriaušė – kriaušės. Didelė kriaušė – большая груша. Didelės kriaušės – большие груши. Bananas – банан. Bananas. Во множественном бананой. Бананы. Бананой. Bananas – бананой. Prinokęs bananas – спелый банан. Prinokę бананой – спелые бананы. Апельсинас – апельсин.
апельсинас. Во множественном апельсиной. Апельсиной. Апельсинас, апельсиной. Диделис апельсинас. Большой апельсин. Дидели апельсиной. Большие апельсины. Цитрина. Лимон. Цитрина. Во множественном цитринос. Лимоны. Цитринос. Цитрина. Цитринос. Рукшти. Цитрина. Кислый лимон. Рукшчос. Цитринос. Кислые лимоны. Арбузас. Арбуз. Арбузой. Арбузы. Арбузас. Арбузой. Салдус. Арбузас. Сладкий арбуз. Салдус. Арбузой. Сладкие арбузы. Меленос. Дыня. Меленой. Дыни. Меленос. Меленой. Диделис меленос. Большая дыня. Дидели меленой. Большие дыни. Персимонас. Хурма. Персимоной. Множественное число. Хурмы. Персимонас. Персимоной. Vienas minkštas персимонас. Одна мягкая хурма. Du minkšti персимоной. Две мягкие хурмы. Мангас. Манго. Мангой. Манго. Множественное число. Мангас. Мангой. Кетас. Мангас. Твердый манго. Кети. Мангой. Твердые манго. Кивис. Киви. Кивей. Киви. Множественное число. Кивис. Кивей. Непринокес. Кивис. Неспелый киви. Неприноке. Кивей. Неспелые киви. Грейпфрутас. Грейпфрут. Грейпфрутой. Грейпфруты. Грейпфрутас. Грейпфрутой. Картус. Грейпфрутас. Горький грейпфрут. Картус. Грейпфрутой. Горькие грейпфруты. Ананасас. Ананас. Ананасой. Ананасы. Ананасас. Ананасой. Šis ананасas yra iš Коста-Рикос. Этот ананас из Коста-Рики. Šie ананасai yra
из Бразилиос. Эти ананасы из Бразилии. Виноге. Виноградина. Виногес. Виноград. Виноге. Виногес. Supuvusį vynuogė. Гнилая виноградина. Vynuogės be kauliukų. Виноград без косточек. Uoga. Ягода. Uogos. Ягоды. Uoga. Uogos. Uoga nukrito ant grindų. Ягода упала на пол. Miško uogos. Лесные ягоды. Braškė. Клубника. Это единственное число, когда говорим про одну ягодку. Braškė. Braškės – это множественное число или значение совокупности, собирательное такое значение. Вот, когда говорим про несколько ягод или про ягоды клубники вообще. Braškė, braškės. Раудона, kaip braškė. Красная, как клубника. Рaudonos, kaip braškės. Красные, как клубники. Avietė. Малина. Опять же, это когда говорим про одну ягодку. Avietės. Это множественное число или совокупность. Avietė, avietės. Sukirmijusi avietė. Червивая малина. Одна ягодка. Sukirmijusios avietės. Червивая малина, множественное число. То есть, если мы нашли только одну червивую ягодку, скажем, sukirmijusi avietė, а если вся малина червивая, sukirmijusios avietės. Šilauogė. Голубика – это одна ягодка, это со всеми ягодами так будет. Šilauogė во множественном или совокупность будет šilauogės. Šilauogė, šilauogės. Голубика. Šita šilauogė dar neprinokusi. Эта голубика, одна ягода, еще не спелая. Šitos šilauogės yra экологишкос. Эта голубика экологичная. То есть šitos šilauogės уже будет про совокупность, про множественное число. Mėlynė. Черника. Одна ягодка. Mėlynės. Черника множественное число. Mėlynė. Mėlynės. Ну и еще добавлю, что mėlynė также значит и синяк. Два значения этого слова. Ši maža uoga yra mėlynė, o ta диделе šilauogė. Эта маленькая ягода черника, а та большая голубика. Вот, многие задаются вопросом, чем отличаются голубика и черника, то голубика растет в саду, она более крупная, а черника это лесные ягоды, более мелкие. И
чуть-чуть, ну, более темные такие. Mėlynės auga miške. Черника растет в лесу. Брукне. Брусника, опять же, одна ягодка. Брукне. Брукнес, брусника, множественное число, совокупность. Брукне, брукнес. Ši брукне принокуси, ота не. Это брусника, то есть одна ягодка, спелая, а та нет. Šiame miške auga labai saldžios bruknės. В этом лесу растет очень сладкая брусника. Spanguolė. Клюква. Опять же, одна ягодка. Spanguolės. Клюква, множественное число. Spanguolė, spanguolės. Šita maža uoga bruknė, o ta didelė spanguolė. Это маленькая ягода брусника, а та большая клюква. Šaldytos spanguolės. Мороженая клюква. Вот, но опять же, spanguolė это одна ягодка, spanguolės это уже много, совокупность. Gervuogė, ежевика, тоже одна ягодка. Gervuogė. Gervuogės, множественное число, совокупность. Gervuogė, gervuogės. Šita juoda uoga yra gervuogė. Это черная ягода ежевика. Gervuogės ir avietės panašios savo forma, bet skiriasi spalva ir skoniu. Ежевика и малина похожи по форме, но различаются по цвету и вкусу. Juodasis serbentas. Черная смородина, опять же, одна ягодка. Juodieji serbentai – это множественное число, совокупность. Juodasis serbentas, juodieji serbentai. Šita uoga yra juodasis serbentas. Это ягода черная смородина. Mano sode jau prisirpo juodieji serbentai. В моем саду поспела черная смородина. Raudonasis serbentas – красная смородина. Raudonieji serbentai – красная смородина, множественное число. Raudonasis serbentas, raudonieji serbentai. Šita uogytė yra raudonasis serbentas. Это ягодка красная смородина. Raudonieji serbentai yra smulkesni už juoduosius сербентус. Красная смородина более мелкая, чем черная смородина. Вишня. Это вишня, но опять же одна ягодка. Вишнёс – это вишня множественное число. Вишня, вишнёс. Вишня ant torto. Вишенка на торте. Vyšnios yra rūgštesnės nei trešnės. Вишня более кислая, чем черешня. Trešnė. Черешня одна ягодка. Trešnės. Черешня множественное число. Trešnė, trešnės.
Tai не вишня, tai тряшня. Это не вишенка, это черешенка. Tai не вишнёс, tai тряшнес. Это не вишня, это черешня. Ну, когда уже про совокупность говорим. Слива. Это слива, одна ягодка. Сливос, множественное число. Слива, сливос. Laimingas kaip слива. Счастливый, как слива. Такое интересное выражение. Не знаю, почему счастливый, как слива. Вот. Но иногда можно услышать такое сравнение. Šios slyvos yra itin saldžios. Эта слива особенно сладкая. Daržovė, овощ. Daržovės, овощи. Daržovė, daržovės. Pomidoras, vaisius ar daržovė. Помидор, фрукт или овощ. Šioje parduotuvėlėje parduodamos экологические daržovės. В этом магазинчике продаются экологические овощи. Бульве. Это картофелина. Бульвес – это картофель. Бульве, бульвес. Диделе бульве. Большая картофелина. Диделес бульвес. Большой картофель. Морка. Морковина. Моркос. Морковь. Морка. Моркос. Stambi морка. Крупная морковина. Stambios morkos. Крупная морковь. Бурокос. Это свекла, но единственное число, когда говорим про одну штуку. Бурокой – это множественное число или совокупность. Бурокос, бурокой. Šis буроkas iš mano daržo. Это свекла из моего огорода. Бурокой – geležies šaltinis. Свекла – источник железа. Огуркас – огурец. Огуркой – огурцы. Огуркас – огуркой. Šviežias огуркас – свежий огурец. Švieži огуркой – свежие огурцы. Помидорас – помидор. Помидорой – помидоры. Помидорас – помидорой. Skanus помидорас – вкусный помидор. Skanus помидорой – вкусные помидоры. Паприка – сладкий перец, ну, одна штука. Паприкос – множественное число. Паприка – паприкос. Рaudonoji паприка – красный сладкий перец. Или булгарский перец иногда называют. В общем, то, что на картинке. Raudonosios paprikos – красные сладкие перцы.
Kopūstas, капуста. Kopūstai, множественное число. То есть kopūstas это когда мы говорим про один качан капусты. А kopūstai это может быть много качан капусты, или когда она тертая в салате, тоже kopūstai. Didelis kopūstas. Это означает, что большой качан капусты. Dideli kopūstai. Ну, это либо совокупность большая капуста, или просто большие качаны капусты. Цукиния. Это цукиния, одна штука. Цукинiyos, множественное число. Цукиния, цукинijos. Kiek kainuoja ši цукиния? Сколько стоит эта цукиния? Kiek kainuoja šios cukinijos? Сколько стоят эти цукинии? Moliūgas, тыква. Moliūgai, тыквы. Moliūgas, moliūgai. Kiek kainuoja šis moliūgas? Сколько стоит эта тыква? Kiek kainuoja šie moliūgai? Сколько стоят эти тыквы? Баклажанас, баклажан. Баклажанai, множественное число. Baklažanas, baklažanai. Šitam receptui reikalingas didelis баклажанас. Для этого рецепта нужен большой баклажан. Šitam receptui reikalingi du dideli баклажанai. Для этого рецепта нужны два большие баклажана. Авокадос, авокадо. Авокадой, множественное число. Авокадос, авокадai. Šitas авокадос labai kietas. Это авокадо очень твердое. Šitie avokadai labai kieti. Эти авокадо очень твердые. Salieras, сельдерей. Salierai, множественное число. Salieras, salierai. Salierų šaknis, корень сельдерея. Салеру тут родительный падеж формы множественного числа. Салеру stiebas, стебель сельдерея. Žirnis, горошина. Žirniai, горох. Ну, множественное число, совокупность. Žirnis, žirniai. Только обратите внимание на произношение. Правильно произносить žirnis, мягко. Ни в коем случае не жирнис. Как хочется под влиянием русского языка, так как после «ж» обычно произносим «ы». Вот, так не делайте. Žirnis, žirniai. Mažas kaip žirnis. Маленький, как горошина. Žirniai, baltymų šaltinis. Горох – источник белка. Avinžirniai, nut. Avinžirniai. Avinžirniai dar neišvirė. Labai kieti. Нут еще не сварился, очень твердый.
Пупа – большая фасолина. Пупос – большая фасоль, бобы. Пупа – пупос. Ну и тут отрывок из детского стишка. Можете иногда услышать, когда родители говорят с детьми. Опа, опа, опа-па, ауго жирнис ир пупа. Перевод: опа, опа, опа-па, росли горошина и фасолина. Не мано даржас, не мано пупос. Не мой огород, не мои бобы. Значение этого выражения, что меня этого не касается, я не хочу с этим иметь никакого дела. Обычно имеет такое негативное значение. Это обычно мы про других людей так говорим, что вот он не хочет интересоваться чем-то. Говорим: ага, нямано даржас, нямано пупос. Пупеле, фасолина. Это такая мелкая, такая, как вы видите на картинке. Пупелес, фасоль. Ну, опять же, такая мелкая. Пупеле, пупелес. Pupelė, kurią pasodinome, jau išdygo. Фасолина, которую посадили, уже проросла. Mano darže jau išdygo pupelės. В моем огороде уже проросла фасоль. То есть там уже совокупность, множественное значение. А если одна, мы посадили одну только фасолину, будет пупеле. Кукурузой – это кукуруза. Обычно используется во множественном числе, поэтому единственного даже не писала. Кукурузой. Консервуoti кукурузой. Консервированная кукуруза. Svogūnas – луковица. Svogūnai – лук. Svogūnas – svogūnai. Spintelėje yra tik vienas svogūnas. В шкафчике есть лишь одна луковица. Spintelėje yra tik du svogūnai. В шкафчике есть лишь две луковицы. Чеснокас. Чеснок. Когда говорим про одну головку. Чеснокой. Множественное число, совокупность. Чеснокас. Česnakai. Šitam patiekalui man bus reikalingas vienas česnakas. Для этого блюда мне будет нужен один чеснок. Одна головка чеснока. Česnakai stiprina иммунитета. Чеснок укрепляет иммунитет. Grybas. Гриб. Грибой, грибы. Grybas, грибой. Šitas grybas nuodingas. Этот гриб ядовитый. Tai yra miško грибой. Это лесные грибы. Дальше. Pievagrybiais – это шампиньон. Pievagrybiai – шампиньоны. Šitas grybas – baltasis pievagrybis. Этот гриб – белый шампиньон. Pievagrybiai yra nebrangūs, bet labai maistingi. Шампиньоны недорогие,
но очень питательные. Боровикас – белый гриб. Боровикой – белые грибы. Боровикас – боровикой. Кокс гражус боровикас. Какой красивый белый гриб. Джовинти боровикой. Сушеные белые грибы. Воверайтес – лисички. Интересно заметить, что воверайтес от слова вовере – белка, а по-русски от слова лиса. Те же самые грибы. Ну, можно сказать и про один гриб воверайте, но обычно мы говорим про совокупность, поэтому уже не добавляла единственного числа. Воверайтес. Voveraites šiemet labai brangios. Лисички в этом году очень дорогие. Pieno продукты. Молочные продукты. Pieno продукты. Pieno produktai kalcio ir baltymų šaltinis. Молочные продукты – источник кальция и белка. Пенас – молоко. Карвės – пенас. Коровье молоко. Augalinis – пенас. Растительное молоко. Кефирас – кефир. Кефирас. Кефирас pagerina virškinimą. Кефир улучшает пищеварение. Рукпенис – квашеное молоко. Или простокваша. Рукпенис. Рукпенис tai surūgęs pienas. Простокваша – это квашеное молоко. Варшке – творог. Варшке. Леса – варшке. Обезжиренный творог. Пусребе – варшке. Полужирный творог. Реби – варшке. Жирный творог. Сурис – сыр. Сурис. Ферментинис сурис. Ферментный сыр. Варшкес сурис. Сыр из творога. Но это такой твердый сыр, такой белый сыр. В Литве он популярный. Вот. Но это не творожок. Да, творожок будет сурялис. Варшкес сурялис. Дальше сурис су пелесейс. Сыр с плесенью. Йогуртас. Йогурт. Натуралус йогуртас. Натуральный йогурт. Грейкишкас йогуртас. Греческий йогурт. Свестас – масло. Свестас. Свестас – свестуотас. Масло масляное. Ошкос – пьяно свестас. Масло из козьего молока. Гретине – сметана. Гретине. Ši grietinė man yra per riebi. Эта сметана мне слишком жирная. Гретинėlė. Сливки. Гретинėlė. Plakta
grietinėlė, взбитые сливки. Mėsa, мясо, mėsa. Šiame turgelyje parduodама свежая мясо. На этом рынке продается свежее мясо. Виштьяна, курятина. Виштьяна, от слова вишта, курица. Vištiena mūsų mėgstamiausia mėsa. Курятина наша любимая мясо. Šlaunelė, бедрышко. Šlaunelės, множественное число. Šlaunelė, šlaunelės. Kepta vištienos šlaunelė. Жареное куриное бедрышко. Keptos vištienos šlaunelės. Жареные куриные бедрышки. Blauzdelė, голень, ножка. Blauzdelės, множественное число. Blauzdelė, blauzdelės. И также можете встретить эквивалентные слова кульшале, кульшалес. Хочу отметить, что блаузделе, вообще-то блаузда, то это и часть тела у людей. Голень. Блаузда. Блаузделе, это суффикс «л» указывает, что это что-то маленькое. И блаузделя мы уже скажем только про курятину, индюшатину. В общем, про людей блаузделя не скажем. Про людей можно сказать блаузда. Ну и также слово кульщаля, кульщалес, это тоже только про мясо, про птицы, курятина, индюшатина, еще там гусь, утка тоже. Все это может быть как блаузделя, так и кульщаля. Вот. Примеры. Sultinga vištienos blauzdelė, либо sultinga vištienos kulšelė. Это сочная куриная голень, или ножка. И во множественном sultingos vištienos blauzdelės, либо sultingos vištienos kulšelės. Сочные куриные голени, ножки. Sparnelis, крылышко. Sparneliai, множественное число. Sparnelis, sparneliai. Liko paskutinis vištienos sparnelis. Осталось последнее куриное крылышко. Gražiai apskrudę vištienos sparneliai. Красиво пожаренные куриные крылышки. Филе. Это филе. Kiek kainuoja šitas gabalėlis vištienos филе? Сколько стоит этот кусочек куриного филе? Калакутена, индюшатина. От слова калакутас, индейка. Калакутена, индюшатина. Per padėkos dieną amerikiečiai valgo калакутена. В день благодарения американцы едят индюшатину. Кеулена, свинина. От слова кеуле, свинья. Кеулена, свинина. Кеулена, рiebi mėsa. Свинина, жирное мясо. Jautiena, говядина. От слова jautис, бык. Jautiena. Jautiena, geležies ir baltymų šaltinis.
Говядина – источник железа и белка. Верещина – телятина. От слова верщис, верщукас – теленок. Veršiena. Veršiena yra švelnesnio skonio ir minkštesnė nei jautiena. Телятина более нежного вкуса и мягче, чем говядина. Фаршас. Фарш. Фаршас. Ar tai yra kiaulienos фаршас, ar jautienos? Это свиной фарш или говяжий? Котлетой. Котлеты. Kotletai. Ką tik iškepti, dar šilti kotletai. Свежеиспеченные, еще теплые котлеты. Кумпис. Ветчина. Кумпей. Множественное число. Ну, это редко используется, но если мы просто хотим там спросить, где лежит ветчина, имея в виду, что разные разновидности ветчины, ну, мы можем спросить кургули кумпей, как бы, ну, редко это употребляется, обычно говорим просто кумпис, ветчина. Виртас кумпис, вареная ветчина. Рукитас кумпис, копченая ветчина. Дешра – колбаса. Дешрос – множественное число. Дешра – дешрос. Сумуштинис su дешра – бутерброд с колбасой. Ну, опять же, если мы хотим спросить, где лежит колбаса, то есть разные виды колбасы, разные и копченые, и не копченые, в общем, подчеркиваем множественное число, то тогда мы можем сказать дешрос во множественном числе. Дешрос гули месос скирюя иш кейрес. Колбаса лежит в мясном отделе слева. Дешряле – это сосиска, либо колбаска. Дешрялес – сосиски, колбаски. Дешряле – дешрялес. Рукитос – дешрялес – копченые колбаски. Виртос – дешрялес – вареные колбаски. Лощиней – сало. Лощиней. Обратите внимание, что слово лощиней в литовском только во множественном числе, в отличие от русского сала, которое только в единственном бывает. Судите лощиней – это соленое сало. Руките лощиней – копченое сало. Юрос герибес – морепродукты. Юра – море. Вот, мусу вальгяраштия, вирауя, юру герибес. В нашем меню преобладают морепродукты. Жувис – рыба. Жувис – множественное число. Обычно, конечно, мы будем использовать единственное число жувис, но в некоторых случаях, когда мы хотим подчеркнуть, что мы говорим о несколько рыб, то тогда можем использовать и множественное число. Допустим, вена жувис, две жувис. Одна рыба, две рыбы. Точно так же, как и в русском. Так, судита жувис, соленая рыба. Рукита жувис, копченая рыба.
Kepta žuvis, жареная рыба. Ну и я вам добавила несколько названий самых популярных рыб. Лидяка – это щука, во множественном будет лидякос, щуки. Лидяка, лидякос. В примеры я вам включила только единственное число, потому что, множественное все-таки намного реже будет употребляться. Вот. Аш сугавоу диделя лидяка. Я поймал большую щуку. Карпис – это карп. Карпий – множественное число. Карпис, карпий. Карпис – daug smulkių kaulų turinti žuvis. Карп – рыба со множественным мелких костей. Лашиша – лосось. Лашишос – множественное число. Лашиша, лашишос. Рукита – лашиша, копченый лосось. Судита – лашиша, соленый лосось. Кепта – лашиша, запеченный, жареный лосось. Упетакис – форель. Во множественном упетакей. Упетакис, упетакей. Упетакис – lašišinės šeimos žuvis. Форель – рыба семейства лососевых. Скумбрия, скумбрия. Во множественном скумбрес. Скумбрия, скумбрес. Скумбрия – riebi, bet labai vertinga žuvis. Скумбрия – жирная, но очень полезная рыба. Сильке, селедка. Во множественном силькес. Сильке, силькес. Сильке паталося. Селедка в шубе. Паталой вообще-то это постель, то есть в литовском это селедка в постели, если дословно переводить. Вот, но то же самое блюдо, как селедка в шубе. Silpnai sūdyta silkė, малосоленая селедка. Кальмарас, кальмар, кальмарой, множественное число. Кальмарас, кальмарой. Šviežias кальмарас, свежий кальмар. Virtas кальмарас, вареный кальмар. Aštuonkojis, осьминог. Aštuonkojai, множественное число. Aštuonkojis, aštuonkojai. Šviežias aštuonkojis, свежий осьминог. Virtas aštuonkojis, вареный осьминог. Мидия. Это одна мидия, одна штука. Мидиос, множественное число, мидии. Обычно используем множественное число, поэтому и пример множественного числа. Midijos yra lengvai paruošiamos, be to turi daug vertingų medžiagų. Мидии просты в приготовлении и содержат много полезных веществ. Кревете – это одна креветка. Креветес – креветки, множественное число. Кревете – креветес. Šios креветės labai skaniai pagamintos. Эти креветки очень вкусно приготовленные. Miltiniai продукtai, мучные изделия. Miltiniai produktai. Kur šioje parduotuvėje yra
miltinių продукту skyrius, где в этом магазине отдел мучных изделий, ну, хлебобулочный отдел. Милтей, мука, милтей. Хочу обратить внимание, что слово милтей, как слово лощеней в литовском, только во множественном числе, в отличие от русского языка. Negaliu iškepti blynų, nes namie pasibaigė miltai. Я не могу испечь блины, потому что дома закончилась мука. Duona, хлеб. Duona. Namie kepta duona pati skaniausia. Дома испеченный хлеб самый вкусный. Batonas, baton, batonas. Juoda duona sveikesnė nei batonas. Черный хлеб полезнее батона. Макароны, макароны. Макароны с сыром, макароны с сыром. Макароны с daržovėmis, макароны с овощами. Банделė, булочка. Bandelės, булочки. Bandelė, bandelės. Bandelė su varške. Булочка с творогом. Банделė su цинамону. Булочка с корицей. Šiltos bandelės, теплые булочки. Пираgas, пирог. Пирагай, пироги. Piragas, piragai. Obuolių pyragas, jablочный пирог. Šioje kepykloje kepa skanius пирогус. В этой пекарне пекут вкусные пироги. Kruopos, крупа. Kruopos. Kurios kruopos turi daugiausiai maistingų medžiagų? Какие крупы содержат больше всего питательных веществ? Grikiai, гречка, grikiai. Ir vėl pusryčiams grikiai. Опять на завтрак гречка. Ryžiai, рис, ryžiai. Ryžiai populiariausios kruopos Azijoje. Рис – самая популярная крупа в Азии. Avižiniai dribsniai, овсяные хлопья, ну или овсянка просто. Avižiniai dribsniai. Avižiniai dribsniai yra greitai paruošiami ir lengvai virškinami. Овсянка быстро готовится и легко переваривается. Sorų kruopos, пшёная крупа. Sorų kruopos. Sorų kruopos dar neišvirė, dar кietos. Пшёная крупа еще не сварилась, еще твердая. Коше, каша, коше. Коше su sviestu, каша с маслом. Коше su uogiene, каша с вареньем. Saldumynai, сладости. Saldumynai. От слова saldus, сладкий. Saldumynai kenkia dantims. Сладости вредны для зубов. Пирогелис, пирожное. Пирогелей, пирожные. Пирогелис, пирогелей.
kuris pyragėlis pats skaniausias. Которая пирожная самая вкусная. Šioje kepykloje gaminami patys skaniausi пирогелей. В этой пекарне готовят самые вкусные пирожные. Тортас. Торт. Торtai. Торты. Tortas. Tortai. Gimtadienio tortas. Торт на день рождения. Vestuvinis tortas. Свадебный торт. Kokie gražūs tortai. Какие красивые торты. Sausainis печенье. Sausainiai печенье. Sausainis sausainiai. Ką tik iškeptas sausainis. Свежеиспеченное печенье. Ką tik iškepti sausainiai. Свежеиспеченные печенья. Meduolis пряник. Meduoliai пряники. Meduolis meduoliai. Imbierinis meduolis. Имбирный пряник. Имбирiniai meduoliai. Имбирные пряники. Šokoladas. Šоколад. Juodasis šokoladas. Черный шоколад. Pieniškas šokoladas. Молочный шоколад. Baltasis šokoladas. Белый шоколад. Ledai. Мороженое. Ledai. Vaisiniai ledai. Фруктовое мороженое. Ванилiniai ledai. Ванильное мороженое. Riešutas. Орех. Riešutai. Орехи. Riešutas. Riešutai. Koks tai riešutas? Что это за орех? Kokie tai riešutai? Что это за орехи? Migdolai. Миндаль. Migdolai. Migdolai mano mėgstamiausi riešutai. Миндаль мои любимые орехи. Graikiniai riešutai. Грецкие орехи. Graikiniai riešutai. Šie graikiniai riešutai yra kartūs. Эти грецкие орехи горькие. Žemės riešutai. Арахис. Žemės riešutai. Дословно будет орехи земли. Žemė – это земля. Žemės riešutai man sukelia аллергия. У меня аллергия на арахис. Анакардžio riešutai. Kešjų. Anakardžio riešutai. Šitam receptui reikės анакардžio riešutų. Для этого рецепта вам понадобятся орехи кешью. Prieskoniai. Приправа или специи. Prieskoniai. Prieskoniai žuviai. Специи для рыбы. Prieskoniai vištienai. Специи для курицы.
Приескoniai salotoms. Специи для салата. Пипирой. Перец. Пипирой. Raudonieji pipirai. Красный перец. Juodieji pipirai. Черный перец. Druska. Соль. Druska. Paduok man druską, prašau. Ši sriuba visai nepasūdyta. Подай мне соль, пожалуйста. Этот суп совсем не соленый. Cukrus. Сахар. Cukrus. Ar tai yra cukrus ar druska? Man reikia cukraus. Это сахар или соль? Мне нужен сахар. Patiekalas. Блюдо. Patiekalai. Множественное число блюдо. Patiekalas. Patiekalai. Karštas patiekalas. Горячее блюдо. Šaltas patiekalas. Холодное блюдо. Sriuba. Суп. Sriuba. Daržovių sriuba. Овощной суп. Žirnių sriuba. Гороховый суп. Trinta sriuba. Суп-пюре. Barščiai. Борщ. Barščiai. Ukrainietiški barščiai. Украинский борщ. Lietuviški barščiai. Литовский борщ. Šaltibarščiai. Холодный борщ. Šaltibarščiai. Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis. Холодный борщ с отварным картофелем. Šaltibarščiai su apkeptomis bulvėmis. Холодный борщ с обжаренным картофелем. Харчо. Харчо. Харчо sriuba paprastai būna aštri. Суп харчо обычно бывает острый. Salotos. Салат. Salotos. В литовском слово salotos это всегда множественного числа. Вот, в отличие от русского. Цезаrio salotos. Салат Цезарь. Graikiškos salotos. Греческий салат. Salotos su tunu. Салат с тунцом. Mišrainė. Салат из вареных овощей. Mišrainė. Baltoji mišrainė. Оливье. Дословно будет белый салат. Бурокėlių mišrainė. Винегрет. Дословно свекольный салат. Или салат из свеклы. Блинас. Блин. Блинai. Блины. Блинас. Блинai. Pirmas блинас. Присвилęs. Первый блин пригорелый. Ну, это такое выражение, когда нам что-то не сразу получается. Вот, по-русски говорится первый блин комом. Бульвиней, блиной. Картофельные блины. Летиней блиной. Большие тонкие блины. Апкепас. Запеканка. Apkepas. Varškės apkepas.
творожная запеканка, daržovių apkepas, овощная запеканка, troškinys, тушеное блюдо, troškinys, daržovių troškinys, овощное рагу, mėsos troškinys, мясное рагу, баландėliai, голубцы. Один голубец будет баландėlis, balandėlis, balandėliai. Kiek kainuoja vienas balandėlis? Сколько стоит один голубец? Kiek kainuoja balandėliai? Сколько стоят голубцы? Cepelinas, cepelin, cepelinai, cepelinai, cepelinas, cepelinai. Kiek kainuoja vienas cepelinas? Сколько стоит один цепелин? Cepelinai su mėsa. Cepelinai с мясом. Cepelinai su varške. Cepelinai с творогом. Kotletas, котлета, котлетой, котлеты. Kotletas, kotletai. Kiek kainuoja vienas kotletas? Сколько стоит одна котлета? Vištienos kotletai, куриные котлеты. Kiaulienos kotletai, котлеты из свинины. Žuvies kotletai, рыбные котлеты. Sumuštinis, бутерброд или сэндвич. Sumuštiniai, множественное число. Sumuštinis, sumuštiniai. Sumuštinis su kumpiu. Сэндвич с ветчиной. Sumuštinis su lašiša. Сэндвич с лососем. Karšti sumuštiniai. Горячие бутерброды. Gėrimas, напиток. Gėrimai, напитки. Gėrimas, gėrimai. Gaivieji gėrimai. Освежающие напитки. Алкогольные gėrimai. Алкогольные напитки. Karšti gėrimai. Горячие напитки. Vanduo, вода. Vanduo. Mineralinis vanduo. Минеральная вода. Газuotas vanduo. Газированная вода. Negazuotas vanduo. Негазированная вода. Sultys, сок. Апельсинų sultys. Апельсиновый сок. Мультивитаминų sultys. Мультивитаминный сок. Помидорų sultys. Томатный сок. Arbata, чай. Arbata. Juodoji arbata. Черный чай. Žalioji arbata. Зеленый чай. Vaisinė arbata. Фруктовый чай. Žolelių arbata. Травяной чай. Кава, кофе. Кава. Кава su pienu. Кофе с молоком. Кава be кофеино. Кофе без кофеина. Какава. Какао. Какова.
Сальди какава. Сладкое какао. Каршта какава. Горячее какао. Ну вот столько слов, связанных с темой еда, я вам подготовила. А сейчас немного поговорим о грамматике. Вот тут видите таблицу под названием «Дайктавардžu galūnės», окончание существительных. Вот вы видите таблицу. Те, кто со мной изучает литовский не первый урок, вам эта таблица уже знакомая. Наверное, некоторые уже и запомнили все эти окончания. Тем не менее, если кто-то включил мои уроки первый раз, я хочу вас познакомить с окончаниями существительных литовского языка, для того, чтобы вы просто могли уверенно подбирать форму, подходящую прилагательного, вот, чтобы могли составлять уже разные словосочетания, фразы. Вот. Поэтому надо хорошо знать, какой род существительного, какое число. Вот. Для этого вам следует выучить эти окончания, особенно те, кто хотят разговаривать правильно. Вот. Поэтому давайте заглянем на эту таблицу. Так, существительные мужского рода. Виришка гимене. Окончание в единственном числе. ВНС это венаски, это единственное число. Могут быть такие. Так, окончание ас. И тогда во множественном ДГС это daugiski, это множественное число. Тогда, если было в единственном ас, то во множественном ай. Если ис, то и ай. Если ис, тоже и ай. Если ус, может быть ус, либо ай. Ну и редкое такое окончание о, рудо осень, шо собака, ну или вандо, вода. Недавно мы как раз говорили об этом слове. Вот, и во множественном тогда будет низ, ванденис, руденис, шунис и так далее. Вот. Дальше мотришка гимене, женский род. Если в единственном было а, то во множественном ос. Если то эс. И если ис, то ис. Напоминаю тем, кто уже слышал, что окончание ис может быть как в мужском роде, так и в женском. Вот. Но, как видите, отличаются окончания во множественном числе. Как знать, существительное относится к женскому или мужскому полу? Просто запомнить, подглядывать в словарь и запомнить. Другого способа нет, к сожалению. Дальше. Так, тут užduotis, задание. Ну, просто чтобы вам закрепились уже эти окончания. Раз и навсегда. Вот подготовила такое небольшое, простое задание. Сугрупуокite daiktavardžius pagal giminę. Разделите существительные по роду. Вот. Разделите в две группы женского рода и мужского рода. Вот такие слова: оболис, цитрина, молюгас, варшке, виногес. Вот. Если вам нужно подумать, остановите это видео, и скоро на экране увидите правильные ответы. Atsakymai, ответы. Виришка гимене, мужской род. Оболис, яблоко, мужского рода. Молюгас, тыква, тоже мужского рода. Мотеришка гимене, женский род. Цитрина, лимон. Варшке, творог. Виногес, виноград. Вот эти все три слова относятся к женскому роду в литовском языке. Ну и, может, вы уже и заметили, что очень многие
слова литовские и русские отличаются в категории рода. И, возможно, в разговоре литовцев, когда разговаривают они на русском, вы можете услышать такие смешные выражения, как «желтое солнце». Вот. Просто солнце, сауле в литовском женского рода, и поэтому так переводят дословно иногда, автоматически так получается. Вот. Ну, русские тоже переводят иногда с русского на литовский, тоже путают окончания, прилагательные неправильно подбирают. Вот. Ну, ничего страшного, это не трагедия. Вот. Все можно выучить со временем. Antra užduotis, второе задание. Sugrupuokite daiktavardžius pagal skaičių. Разделите существительное по группам по числу. Вот. То есть вам нужно вспомнить, какие окончания бывают в форме множественного числа, а какие в форме единственного числа. Вот. Ну и такие слова. Решутей, кивис, мелинес, вишнес, мелионас. Если нужно подумать, опять же, можете остановить это видео сейчас. Atsakymai, ответы. Vienaskaita – единственное число, daugiskaita – множественное число. Кивис, киви – это единственное число. Мелионас – дыня – единственное. И тут вот такие слова во множественном. Решутей – орехи, да, видим окончание ай. Мелинес, эс тоже указывает на окончание множественного числа. Вишнес тоже множественное число. Вишни. Так, мелинес, кто не помнит, черника. Вот. Дальше будварджей сусия сумайсто. Прилагательное, связанное с едой. У меня на канале есть один большой такой урок о прилагательных литовского языка. Но, тем не менее, я вам выложила несколько слов, несколько прилагательных, связанных с едой. И сюда, вот в дополнение этого урока. Ну, вот такие прилагательные, допустим, šviežias, свежий, šiltas, теплый, šaltas, холодный, сурус. Это соленый в значении вкус такой, ну, соленый. А судитас тоже соленый, но это относится больше к действию, что мы посолили что-то. Вот, в литовском два разные слова. Сурус, судитас. Салдус – сладкий, рукитас – копченый. Еще несколько прилагательных, связанных с едой. Раугинтас – квашеный, маринуатас – маринованный, виртас – вареный, кептас – жареный, трошкинтас – тушеный, шальдитас – мороженый, джовинтас – сушеный. Ну и вот такие могут быть окончания прилагательных в именительном. Да, на этом уроке мы пока говорим только об именительном падеже. Вот, и окончания существительных я тоже вам читала только именительного падежа. Вот. Итак, в НС мы помним vienaskaita – это единственное число. ДГС, daugiskaita – множественное число. Так, в единственном виришка гимене – это мужской род. Вот такие могут быть окончания. Ас, либо и ас. И тогда в женском роде будет окончание а или и а. И тогда во множественном будет и в мужском, а в женском во множественном будет ос и ос.
Ну, допустим, так, какие там у нас были окончания, прилагательные. Швежес, да, окончание ас. Женский род швежа, множественное мужского рода швежи и множественное женского рода швежос. Дальше ус, допустим, сурус, соленый, сури, соленая, сурус, соленые и сурёс, соленые женского рода. Да, помним, что в литовском языке прилагательное даже во множественном числе разделяется на мужской и женский род, в отличие от русского языка. Дальше, если окончание «ис», допустим, так, извините, надо мне вспомнить. Ну, допустим, вейсенис, фруктовый. Так, фруктовый вейсенис, фруктовая будет вейсене, да, фруктовый чай будет вейсене арбата, потому что арбата – чай в литовском женского рода. Дальше вейсеней, фруктовые, допустим, вейсеней лядей, фруктовые мороженое. Лядей в литовском только множественного числа. Вот, поэтому вейсеней лядей. И эс вейсенес, фруктовые женского рода. Ну, что тут будет, может быть, вейсенес? Ну, арбатос, чаи. Вейсенес, арбатос там. Какие-нибудь. Trečia užduotis, tretье задание. Parašykite 10 maisto produktų ir būdvardžių junginių, pavyzdžiui, rūkytos dešrelės. Напишите 10 словосочетаний с пищевыми продуктами и прилагательными, например, копченые сосиски. Вот. Ну, пока мы изучали слова, там в примерах, ну, было много случаев, когда я там просто писала фразы прилагательные и название какого-то продукта. Вот, может, вы что-то вспомните, или может просто вот сейчас вот что-то составите свое. Вот, ну, возможно, вам придется сейчас остановить этот урок, и скоро вы на экране увидите несколько вариантов, которые я вам подобрала, словосочетаний, прилагательные и название продукта. Ну и вот такие словосочетания. Šviežios daržovės, свежие овощи. Šviežias пienas, свежее молоко. Sūdyti lašiniai, соленое сало. Rūkyti lašiniai, копченое сало. Rūkyta dešra, копченая колбаса. Virta dešra, вареная колбаса. Marinuoti огуркой, маринованные огурцы. Rauginti огуркой, соленые огурцы. Вот обратите внимание, что в русском то, что вы называете соленые огурцы, в литовском мы называем rauginti огуркой, хотя rauginti дословно это квашеные. То есть те же самые огурцы у нас называются квашеные огурцы. Rauginti kopūstai, квашеная капуста. Troškinti kopūstai, тушеная капуста. Kepta дуона, жареный
хлеб. Šaldytos daržovės, мороженые овощи. Džiovinti vaisiai, сухофрукты. Džiovinta žuvis, сушеная рыба. Sūdyta lašiša, соленый лосось. Saldžios bandelės, сладкие булочки. Šalti užkandžiai, холодные закуски. Karšti sumuštiniai, горячие бутерброды. Karšti patiekalai, горячие блюда. Karšti gėrimai, горячие напитки. Ну и сейчас мы уже подходим к концу урока. Я вам прочитаю несколько диалогов, связанных с темой еда. Pirmas dialogas, первый диалог. Ого, koks didelis melionas! Ого, какая большая дыня! Taip, ir labai saldus, gerai prinokęs. Да, и очень сладкая, хорошо созрела. Ну, дословно, хорошо созревшая. O čia mėlynės ar šilauogės? А тут черника или голубика? Tai yra mėlynės, šilauogės yra didesnės. Тут черника, голубика более крупная. Paragauk šitų aviečių iš mano sodo. Попробуй эту малину из моего сада. Be vertimo, без перевода. Ого, koks didelis melionas! Taip, ir labai saldus, gerai prinokęs. O čia mėlynės ar šilauogės? Tai yra mėlynės, šilauogės yra didesnės. Paragauk šitų aviečių iš mano sodo. Antras диалогас, второй диалог. Ar sodinsi šiemet огуркус? Будешь в этом году садить огурцы? Žinoma, jau pasėjau į indelius огуркус, цукинияс, молюгус. Конечно, уже посадила в баночки огурцы, цукинии, тыквы. O aš turiu daug pomidorų ir paprikų daigų. Galėsiu pasidalinti, jeigu tu neturi. А у меня есть много ростков помидоров, булгарского перца. Смогу поделиться, если у тебя нет. Būtų puiku. Mano помидоры ir paprikos neišdygo. Было бы отлично. Мои помидоры и перец не проросли. Be vertimo, без перевода. Ar sodinsi šiemet agurkus? Žinoma, jau pasėjau į indelius agurkus, cukinijas, moliūgus. O aš turiu daug pomidorų ir paprikų daigų. Galėsiu pasidalinti, jeigu
tu neturi. Būtų puiku, mano pomidorai ir paprikos neišdygo. Trečias dialogas. Третий диалог. Labas, мама, ką pagaminai? Привет, мама, что ты приготовила? Labas, išviriau sriubos ir iškepiau kotletų. Привет, сварила суп и пожарила котлеты. O desertui? А на десерт? Десертui gali suvalgyti braškių. На десерт можешь съесть клубнику. O pyrago neiškepei? А пирог не испекла? Neturiu laiko. Išsikepk pati, jeigu nori. У меня нет времени. Испеки сама, если хочешь. Gerai, iškepsiu šokoladinį pyragą. Хорошо, испеку шоколадный пирог. Be vertimo, без перевода. Labas, mama, ką pagaminai? Labas, išviriau sriubos ir iškepiau kotletų. O desertui? Desertui gali suvalgyti braškių. O pyrago neiškepei? Neturiu laiko. Išsikepk pati, jeigu nori. Gerai, iškepsiu šokoladinį pyragą. Ketvirtas dialogas. Четвертый диалог. Nupirk, prašau, faršo, svogūnų, grietinės ir duonos. Pietums virsiu daržovių sriubą su mėsos kukuliais. Купи, пожалуйста, фарш, лук, сметану и хлеб. На обед буду варить овощной суп с фрикадельками. Ar šaldytuve yra varškės ir kiaušinių? Vakare kepsiu varškės apkepą. Есть ли в холодильнике творог и яйца? Вечером буду печь творожную запеканку. Varškės nėra, kiaušinių tik keletas. Творога нет, яиц лишь несколько. Supratau. Tuomet dar nupirksiu varškės ir kiaušinių. Поняла, тогда еще куплю творога и яиц. Be vertimo, без перевода. Nupirk, prašau, faršo, svogūnų, grietinės ir duonos. Pietums virsiu daržovių sriubą su kukuliais. Ar šaldytuve yra varškės ir kiaušinių? Vakare kepsiu varškės apkepą. Varškės nėra, kiaušinių tik keletas. Supratau, tuomet dar nupirksiu varškės ir kiaušinių. Penktas dialogas. Пятый диалог. Ar mėgsti jūros gėrybės? Ты любишь морепродукты? Taip, labai mėgstu. Ypač aštuonkojus. Да, очень люблю, особенно осьминогов. Tuomet paragauk šių salotų su jūros gėrybėmis. Тогда попробуй этот салат с морепродуктами. Bet čia yra įvairių riešutų ir citrinų. Aš alergiškas žemės riešутams ir цитрусiniams vaisiams. Но здесь есть разные орехи и лимоны. У меня аллергия на арахис и цитрусовые. Tuomet paragauk šios midijų sriubos. Тогда попробуй этот суп из мидии. Без перевода,
be vertimo. Ar mėgsti jūros gėrybės? Taip, labai mėgstu, ypač aštuonkojus. Tuomet paragauk šių salotų su jūros gėrybėmis. Bet čia yra įvairių riešutų ir citrinų. Aš alergiškas žemės riešutams ir citrusiniams vaisiams. Tuomet paragauk šios мидию срюбос. Вот и все, что я вам подготовила на этот урок. Памокос пабайга. Конец урока. Я надеюсь, что вам этот урок был полезный. Пожалуйста, пишите комментарии. Мне очень интересная обратная связь. Хочу узнать, легко ли вам учиться по моим урокам. Знаю, что есть предложение добавлять ударения в слова. Ну, пока что я еще этого не делаю. Просто из-за того, что знаю, что есть и таких людей, которым наоборот лишние знаки мешают потом воспринять слова. Но, тем не менее, возможно, в будущем я попробую и подготовить урок и с знаками и ударения. Вот и вы тогда сможете мне сказать, какой вариант вам полегче. Вот. Ну и, конечно, пишите разные пожелания. Может, вы хотите что-то добавить, какие-то небольшие рубрики в мой урок. Вот. В ближайшем будущем я еще вам подготовлю урок о приготовлении еды, о покупках. Вот, будем изучать числительное, как спросить, сколько стоит. Вот. Ну и такие разные похожие темы мы будем разбирать. И, конечно, будем читать разные рецепты разных блюд. Поэтому много всего интересного еще нас ожидает. Оставайтесь на моем канале и до скорой встречи. Пока-пока. Ики!